Саляму алейкум, азиз достлар. Мы продолжаем изучение арабского алфавита, и сегодня мы повторим, закрепим некоторые темы и пройдем некоторые другие темы. В первую очередь давайте вспомним и закрепим следующий материал. В Коране встречаются случаи, когда буквы «вау» и «я» удлиняют предыдущую букву, которая огласована фетхой, огласована через «а» с твердыми или через «э» с мягкими буквами. То есть они выступают, эти буквы «вау» и «я», в роли буквы «элиф». Давайте рассмотрим некоторые такие с вами случаи, приведем примеры. Салату, салату, манату, манату, хаяту, хаяту, наджату, наджату, закяту, закяту, сукара, сукара, зульфа, зульфа, кафа, кафа, Муса, Муса, нада, нада, гадату, гадату, тазакка, тазакка, وثقى وثقى مثلى مثلى سعى سعى عسى عسى طغى طغى أخرى أخرى طوبى طوبى تولى تولى. Следующее правило, которое мы рассмотрим, называется лафзатуллах, то есть имя Аллах. Как произносится имя Всевышнего Аллаха. Нужно напомнить, что буква лям – это самая мягкая буква арабского алфавита и читается всегда мягко. Есть только одно исключение – это слово Аллах. Буква лям в слове Аллах после буквы, огласованной фетхой или даммой, читается твердо. Читается мягко она только в случае, если огласована кесрой. Давайте приведем примеры. Аллаху, Аллаху с фетхой читается твердо. Билляхи, Билляхи с кесрой, с и читается слово Аллах мягко. Билляхи. Таллахи, Таллахи, Миналлахи, Миналлахи, Ахлюллахи, Ахлюллахи. Здесь мы видим, что также с даммой слово Аллах читается твердо. Лакинналлаха, Лакинналлаха. Радияллаху, радияллаху, ни'маталлахи, ни'маталлахи, расулуллахи, расулуллахи, юсаббитуллаху, юсаббитуллаху, насруллахи, Насруллахи, Аятуллахи, Аятуллахи, Би'ильмиллахи, читаем мягко, Би'ильмиллахи, Би'изниллахи, Би'изниллахи, Валиллахи, Валиллахи, мин аятиллахи, мин аятиллахи, мин индиллахи, мин индиллахи, индаллахи, индаллахи, абдуллахи, Абдуллахи, Ша'аириллахи,
ша'аириллахи. Еще одна тема, которую мы рассмотрим в рамках данного урока, это тема, которая называется хуруфу мукаттаа. В переводе с арабского хуруфу мукаттаа означает обрезанные буквы. Это буквы, которые расположены в начале некоторых сур в Коране и читаются названия этих букв. То есть, когда мы читаем начало некоторых сур, мы читаем сами названия этих букв. Давайте приведем примеры. Алиф, лам, мим. На этом примере мы видим, что мы прочитали названия самих букв, однако в тех случаях, когда над буквой ставится знак удлинения, эти буквы мы тянем 4 элифа. Алиф, лам, мим. Алиф, лам, мим. Алиф, лам, ра. Мы видим, что саму букву элиф мы не тянем, потому что над ней нет знака удлинения. Алиф, лам, ра. Таха, таха. Алиф, лам, мим, сад. Алиф, лам, мим, сад. Та, син, мим. Та, син, мим. Та, син. Та, син. Алиф, лам, мим, ра. Алиф, лам, мим, ра. Ясин, ясин. صاد صاد نون نون حميم حميم قاف قاف حميم عين سين قاف. Когда мы тянем букву айн, мы тянем е, то есть согласную е. Хамим айн син قاف. كاف ها يا عين صاد. كاف ها يا عين صاد. И давайте закрепим все те правила, которые мы прошли, и прочитаем с вами несколько примеров. عليهم عليهم لم يلد لم يلد يبلغ يبلغ يسبح يسبح ما قام ما قام ما كذب ما كذب أبابيل أبابيل قوارير قوارير. Букву Ра
Первую читаем мягко, вторую твердо. Ясумуна, ясумуна, тасумуна, тасумуна, афваджан, афваджан, аштатан, аштатан, сиджилин, сиджилин, قريش قريش سلام سلام طعام طعام ملائكة ملائكة له الملك له الملك نصر الله نصر الله والضحى والضحى. На этом мы заканчиваем наш урок. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух.